Минуты шестого, а значит время после полуденной молитвы. Его Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершает в мечети родового села Цинтарой, а после участники коллективного намаза направляются на окраину села. В родовом селении главы республики Цинтарое сотрудники отряда быстрого реагирования «Терек» проведут соревнования. Специальный отряд быстрого реагирования «Терек» зарекомендовал себя как эффективное структурное подразделение МВД. Их основная задача – обеспечение безопасности высокопоставленных государственных лиц. Но «Терек» успешно участвовал фактически во всех спецоперациях против незаконных вооруженных формирований на территории Чечни. Отрядом нейтрализованы десятки бандитов и изъяты тысячи единиц оружия. За всю историю элитного подразделения не допустило ни одной гибели охраняемых лиц. Эти герои вновь показали свое мастерство, но уже на тренировочном поле. В Цинтарое состоялись соревнования среди отделений специального отряда быстрого реагирования «Терек». Стрельбище было посвящено памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова и предстоящему празднику Дню Победы. К показу своего мастерства бойцы готовились заранее. Несколько дней они проводили репетиции. Тщательно отрабатывали все стрелковые позиции и боевые задания. Результатом такой подготовки стало показательное выступление на самом стрельбище. Соревнования начались с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Чеченской Республики, под звуки которых российские и чеченские флаги подняли сыновья погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел капитана полиции Зелимхана Мацуева и старшего лейтенанта Эмирхана Хизриева. Гимн Чеченской Республики. Märfur och dödsgedan dörrar ayağın zaymışka savrimenin damiri doktor doktor yahur göz mayır duyana bu kenti damiri ağırlı şimdi dağına ikenti kadar bandoş ayağın zaymışka dağın o zaman ve tuğla kıldı takın dağına ve dağına abdah doğuşu sarılma şey işu دبل داخیشو و نبارم با یحتل کنتی دانه اشتک باقید خندیو سوزو در دانه مسئول دانه نبارنش دانه و نه واسه در نبوله و شوگو شغلت وله و در ولی روش دانه شرید و یه قدر وله و تقلی دانه روش در دله ادواش دانه دن ببیر دو دانه دقوی شدش در دانه عمل عشیده شه دانه شدین و شنحه شهر وجه دانه توی شهر دانه یا چه تایسی در پبیدی که مدانه ادش خیلی دو وی دانه بطه مشکل یا سال نیتر پوش دانه وی دانه در مو دانه وی توی لدو وی پبیدی که دانه وی شریف در دو وی دانه در دی عبیر که دیوه در انتون گل در دو در شدگی. Указ главы Чеченской Республики за заслуги в деле защиты интересов Отечества, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, награждается орденом Кадырова майор полиции Насуханов Хасан Султанович, заместитель начальника первого отдела СОБР Терек полиции Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, награждаются медалью за заслуги перед Чеченской Республикой капитан полиции Эдилов Тимирхан Саидмагомедович. Награждается медалью защитнику Чеченской Республики майор полиции Зингиев Ваха Мусаевич. Награждается медалью защитнику Чеченской Республики капитан полиции Тухугов Шамхан Саид Алиевич. Награждается медалью защитнику Чеченской Республики капитан полиции Байсултанов Мехди Романович. Награждается капитан полиции Тавзаев Муслим Сейтемиевич.
Товарищ глава республики. Капитан Тазар прибыл данный. Для получения награды была? Да, Награждается капитан полиции Абуев Саид-Паша Саид Хусейнович. Товарищ глава республики. Награждается капитан полиции Дакуев Турпал Мусулевич. Капитан полиции такой награды. Награждается капитан полиции Наубиев Магомед Шакказович. Награждается капитан полиции Садыков Умар Гайрбекович. Товарищ глава Чеченской республики. Капитан Садыков для награждения прибыл. Служу Кадыру. Награждается старший лейтенант полиции Межидов Хусейн Хальдович. Товарищ глава Чеченской республики. Старший лейтенант Межидов для получения награды прибыл. Награждается старший лейтенант полиции Селимов Руслан Маулаевич. Товарищ глава Чеченской республики. Капитан Селимов для получения награды прибыл. Награждается старший лейтенант полиции Мутаев Сулейман Сайдалиевич. Товарищ глава Чеченской республики. Старший лейтенант Мутаев для получения награды прибыл. Награждается старший лейтенант полиции Ларсанкаев Сайди Сайдусманович. Глава Чеченской республики. Награждается старший лейтенант полиции Абуев Бадрудин Асанович. Товарищ глава Чеченской республики. Старший лейтенант Забоев для получения награды прибыл. Командирский, он голосом отдал. Награждается майор ФСБ Мартынов Даниил Васильевич. Майор Мартынов по вашему приказанию прибыл. Поздравляем. Наш самый лучший сотрудник, инструктор. Глава Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Goes bats and now was the donor. The last time was the catch with the Camille goes the left. The lamp donor. The glad the arm of yes, Yaki has some. On that look that way. That's him. Who get to a child who had when that was donor. Hold the Agucha. Hold the donor. She that had all of these method on a side for any that's is the Tashi, which my son attached to that most of which my house will. Первое упражнение. Боец, выбегая из автомашины, поражает из пулемета 5 мишеней. Каждая секунда играет огромную роль, поэтому бойцы все делают быстро и тщательно. Всего 3 команды, в которых по 14 человек. Здесь же Рамзан Кадыров корректирует действия бойцов. Можно подойти, я вам скажу. Подача пулеметчика максимально быстро, прикрыть группу, прикрыть охраняемое лицо и устранить угрозы. Здесь условия упражнения следующее. Стрелок сидит в машине, по команде открывает дверь, забегает в бокс. Вот там бокс красной палкой огорожен. Пулеметная команда. Упражнение номер 1. Первая команда «Цезарь». Адам, позывной РПК. 5 мишеней. Одной очередью, да. Пулемет, пулемет, وعوش يا صون هذا وعوش يا بوليمت صون فرات حائط بوليمت حائط دعوان حائط دعوان فرات دعوان تبع ده وبيرد دعوان بوليمت دعوان باش نجر أروال دعوان سامي دعوان أو يشتك وعو لا توش يا صح وعوش لا نقطه وعو تدعوش هنا وجبينا وشو صار
Стрельба, оптика, прицел, выстрел. Глава объясняет, как правильно вести себя в экстренной ситуации. Генерал-майор полиции Рамзан Кадыров не понаслышке знает о том, что такое боестолкновение. Долго думает, уже убили тебя 20 раз. Kritiskt under mig idag, på den här tiden. Hur den blev. Sen att jag skulle vara typ väl då, jag har aldrig. خذ قاعد بس هذا وش الخرشات ده قاعد وين نشيش ده هي ده هي اللي ده وش لا حبنا انا وش لا حبنا حاول حقفت ما فيش دعوه تاخذ خطوه في الموضوع كده ويا قاتي خاش ده واحد جو ده بريت كده جانا على مش خليه سيتبش ده سوف ما ستبش هذا صبون خليه مش انا على عشان على عشان يحطوا عن شو صموا هذا صبون تبش خلاص هنا شيء يتبي وش ليش يات يتأيش هنا حياة قاتخ يلا حائزين حبينا الحياة كجوية ما ينسى. Я им всегда объясняю, ребята, расстояние короткое, надо стрелять прям понаглее, дерзко, прям дерзко. То сначала надо стрелять, а потом уже целиться. Во время стрельбы целиться, то есть сначала обстреливаем мишень, и потом врубаемся в мишень и начинаем вести. Начиная стрелять, после этого нашли там паник, мало сказать. Целить сяду этого, убили его. Я им говорю, убили тебя давно. Ты долго думаешь, не надо думать, стреляй и думай там. Это تعمل بعض اللي بنت موضوع عشان عندي موضوع كذا تعمل دوما دي مش طول حاجة أخير مو أوتوماتيكي دام بشكل كذا أتاك مو ولا самый лучший он. Вот он, вот Зенди, на всех занятиях за ним наблюдаю, один из самых прогрессивных стреляющих. Вот. Из них он самый лучший был. И здесь же будущий защитник Родины Адам, сын главы региона, как и подобает в полной экипировке, даже пистолет на месте. Второе упражнение. Внезапная встреча с противником. По сигналу бойцы разворачиваются и стреляют из пулеметов по разбросанным мишеням. Быструю встречу с противником. То есть здесь две группы, можем туда пройти, чтобы вам было лучше видно. Здесь у нас два бокса. Первый бокс, второй бокс. В первом боксе стартовая позиция. Пулеметчик стоит спиной к мишеням, он их не видит. По звуковому сигналу он разворачивается, рывком прибегает в бокс. У него здесь 3 мишени. Мы специально их разнесли и по росту, и по глубине дистанции, чтобы они думали, что когда пулемет стреляет на близкой дистанции, нужно поднимать выше, когда дальше нужно ниже опускать. То есть специально усложнили им, чтобы они это знали, потому что в жизни в ряд ступки стоять не будут. Они будут на разной дистанции, на разной глубине. После этого, когда он поразит 3 эти мишени, он рывком перебегает в другой бокс и там поражает еще 4 мишени. То есть у него на все про все одна лента. То есть как в жизни. Временной перезарядки у него нет. Ему нужно 100 патронами поразить все 7 мишеней. Здесь он может стрелять не одной очередью, а несколькими очередями. Да, то есть прицельно. Мы даем им право, они сами выбирают, пока они будут стрелять стоя или с колена. Они сами выбирают. Вот здесь уже они... Тут главное, за что мы будем их штрафовать, здесь нельзя стрелять одиночными выстрелами и двойными выстрелами. То есть пулемет — это групповое оружие, нужно показывать всю мощь. То есть самое маленькое, что может стрелять, это 3 патрона. Самое маленькое.
Вслед за пулеметами пистолеты. Бойцы должны продемонстрировать ловкость и меткость. Здесь работает команда. Я их постоянно объясняю и приучаю их к тому, что, ребята, один в поле не воин. Вы команда. Вы всегда должны работать вместе. И если где-то кто-то там, кого-то ранило, кого-то еще, команда все равно вытащит. Кто-то прикроет, кто-то унесет, кто-то окажет помощь. Один ничто не сможет сделать человек. Поэтому здесь у них команда. Подъезжают по стартовому сигналу, подъезжают 2 машины, выбегает, в каждой по 3 человека. 3 человека здесь, 3 человека здесь, и они поражают все тарелки. Поражают тарелки, безопасно убирают оружие в кобуру, садятся в машину, время выключается. Но у них здесь есть один бонус. Мы им приготовили бонус. В какой-то момент времени, когда они будут сбивать тарелки, появится движущая мишень, бегущая, которая появится сначала с одной стороны и прокатится справа налево. И если они успеют ее поразить 4 выстрелами, не меньше, больше можно, меньше нет, то тогда мы от времени убираем 5 секунд. То есть это бонусная мишень, движущая, она сложная. Вот. Если они ее поражают, соответственно, показывают свой класс, свой уровень, и мы им за это сокращаем 5 секунд. Главное, я вам сказал, за что мы будем штрафовать, за то, если у них будут углы пересекаться. То есть, если будет стоять один, а за ним сразу другой. Так нельзя. Сразу нарушение мер безопасности. Не, он сам должен думать. Да. Гора, Молния и Цезарь, команды с грозными названиями, стараются опередить друг друга и заработать как можно больше баллов. Ну а самое интересное и сложное задание напоследок – эстафета отделения. Представители 4 команд должны сбивать мишени. Дистанция 50 метров. Тут сразу будут бежать 3 команды. Сразу, одновременно. Они подбегают, первый этап, подбегает, ложится, стреляет вон те нижние тарелки, лежа. Лежа, вот синий такой. Но мы приблизим максимально их, опять же, к городскому бою. Обязательно условие, они должны сделать перезарядку, сменить рожок. Обязательно. Потому что если этот навык не тренировать, то в бою получится, магазин закончился и начинается вот это вот движение хаотичное, нужно попасть. А на самом деле это нужно делать очень быстро. И здесь тоже у нас условия. Все стреляете, остается одна тарелка, перезарядка быстрая и добивание. Потом предохранитель убегает. Прибегает второй человек. Второй человек с положения с колена или сидя поражает шарики, которые сверху. Один остается, также перезарядка, быстрая, добивает крайний шарик, убегает. Передает эстафету третьему человеку. Третий человек стоит стоя, правильная стойка, как мы их учили. И стоя сбивает тарелки, которые которые ниже, чем шарик. Остается одна тарелка, быстрая перезарядка, опять же сбивает крайний шарик, крайнюю тарелку. Предохранитель, разворот, убегает. Прибегает крайний, 4-й стрелок. Он должен стрельнуть сначала вот в эту красную банку. Он ее поражает, и в действие приходит. Мы придумали такой механизм на цепях, они начинают шататься влево-вправо. И он должен обязательно стоя, в движении, быстро эти банки сбить.
Это факт. Вы все очень хорошо готовы. Но вы сами знаете, что лучшим, чтобы быть лучшим, нужно не просто хорошо быть подготовленным. Нужно каждый день, каждый час заниматься своей собственной подготовкой. Постоянно думать об этом. Что, да, сейчас в Республике мир. Мы говорили уже с вами уже об этом. Но в любом месте, в любую секунду может случиться что-то. И вы первые, кто должны будут решить этот вопрос, эту ситуацию. Поэтому вы должны всегда ждать, всегда быть готовы. Всегда. В каждой смене есть люди, которые уже на сегодняшний момент, по нашему мнению, с инструкторами подготовлены настолько, что уже готовы заниматься со своими группами. Почетной грамотой награждается Наурбиев Адам за высокий профессионализм и достижение конкретных поставленных целей в служебной деятельности. Тухуков Шамхан. Таймасканов Шамиль. Абуев Саид Паша. А также за помощь в организации и проведении этих соревнований награждается Абуев Бадрудди. Или просто Бадро. Бадро лучше. Лучше Бадро. Абуев Магомед. Все Абуевы здесь, да? Банда. Шукулов Джалу. Пашаев Расул. Один из лучших стрелков. Я назвал его самым лучшим на сегодняшний момент. Самый лучший, да. Он здесь такой, самый лучший, да. Итак, подводим итоги. В этом году приз бронзового победителя остался невостребованным. Все дело в том, что золото поделили между собой две команды. По общей сумме получилась интересная картина. Первое место у нас заняли две команды. У них одинаковое количество очков. Это команда «Гора» и команда «Цезаря». У них по 17 очков. Команда «Молния» 20 очков. Вы всегда должны быть готовы. Я благодарен вам, вашей группе, Васильевич. Это большая, огромная работа, труд работы. Мы знаем, что мы всегда должны быть на страже. Мы сами выбрали этот путь защиты народа, государства. Поэтому, если носить автомат, должны уметь стрелять. Если ручку, то надо писать и подписывать бумаги. А мы сами выбрали себе дорогу, это служение народу. Спасибо огромное. Кубок да. Принесите кубки сюда. Первый кубок вручается команде, выигравшей пистолет «Цезарь». Так как основное наше оружие это автомат, вот этот кубок от команды группа А получает команда, занявшая первое место на эстафете по автомату. Первое место получилось два командира. Просим сюда подойти. Гора и Цезарь. Уровень организации соревнований повышается с каждым годом, отмечает глава Чечни. Поэтому призы достаются не только победителям, но и тем, кто готовил сегодняшнее событие. В конце встречи Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от выступлений и дал свою оценку боевой готовности правоохранителей. Инструктора, которые приехали из Москвы, из группы Альфа, которые заняли на чемпионате мира первое место, они на сегодняшний день говорят, что они готовы, что они показали хорошие результаты.
И я очень благодарен. Ну, эти ребята не просто так сидят дома, они каждый день на службе, каждый день несут службу. И во время проведения специальных мероприятий и обеспечивают общественный порядок и проводят все в республике мероприятия. В прошлом году мы провели там сотни мероприятий, и они, главное, отвечали за это все. Поэтому я рад, что наши братья, друзья, товарищи готовы. Я уверен, что они будут получать навыки, и мы будем этому способствовать. В следующий раз бойцы СОБРа «Терек» проверят свои боевые навыки в рамках этих соревнований уже в 2014 году. Возможно, в программе появятся новые испытания, но правоохранителям к трудностям не привыкать. Ахмед Джабраилов, Ибрагим Париаулидзе при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики,